Здесь уже народа поменьше. Смотрите. Здесь как бы перекресток идет. Ой. Главное не упасть. Изюм, орешки, чего только нет. Прям на углу вот перекресток. Вот главный ряд. Здесь раньше торговал дедушка, у которого я покупала фрукты, помидоры, но сегодня его нет. Сегодня продавцов меньше. По-моему, грузовой транспорт не будут пускать, сказали. Относительно спокойный рынок. По крайней мере, этот край. Здесь тоже пройдусь, покажу вам все. У многих знакомые лица, а вспомнить не могу. Может, когда работала, сталкивалась. Здесь такой товар. Фрукты. По сколько помидорчик? 100 рублей. Красивые. Очень хорошие. Красотетка такая. Сколько ведро слив? Тут большое уже ведро, видите? А абрикосы? Меня извините за качество съемки, потому что тяжело снимать виды, не снимая людей. Скоро будем покупать арбузы. Мы обычно много покупаем, чтобы нам на машине привезли. А так неудобно таскать бывает. Здесь картошка. Так, дальше уже ничего интересного. Скоро будет какой-то форум, говорят, инвестиционный. И по городу не будут пускать грузовые машины. И сегодня хорошо, что люди успели тут прийти и поторговать. Смотрите, тапочки домашние. Мелно пил. Бабушка, божий одуванчик. Доброе видно. А мужские по сколько? Покупатели подошли. Ну, в общем, тапочки для дома по 200 рублей. Не жалко, если испортится. Тут тоже домашние. Значки. Поехали. Пока снимаю для ютуба, потом уже покупать буду. Давай, снимай. Реклама. Да, всех снимай. Вас нельзя, не хотят. В общем, смотрите, вот этот длинный широкий ряд, вот перекресток. Потом дойду до конца. Я в курсе, я здесь живу. Они думают, что я приезжая. Я хожу тут с телефоном, как деловая колбаса. Девушки, мясо шикарные, попробуйте. Видно и так, что хорошее. Что, поскольку, скажите? Дум 1000, Угу. козы 600 рублей, мясо 1000 рублей. Козы это конина, да? Конина. Ага. Давайте Не, я просто, да. пробовать не буду. Не-не-не. Если ты не будешь пробовать, мясо ты не будешь знать, что. Я знаю, что хорошее. Одинаковые.
Дум это курдюк, если не поняли люди. Аказы не на косточках, да? Просто Нет, как на ребре колбаса. есть у нас, но я не принесла сегодня. В магазине у нас на ребре. У меня уже и этим, ветой, и орехами, чем только не угостили. Ютубчик, каналчик ущербся, чтобы нахахать. Не, никого не снимаю, только продукты. Все стесняются. Сейчас заем орехи мясом и будет вообще прекрасно. Моя зари, удачи. Вы же все время на своих местах Я, да, стоите? тут всегда бывает. Видите? Видишь, Роберта, ты тюкаешь. Мгм. Там все, и балык, и рыба, короче. Это же икра. говядина все. Это конница, я лосек. Я говядина, да. Главное, оттягиваешь, что у нас не ложка. En яхти, кабель яхти, цонгуш яхти бежендацем. Твои мясной чур, на выбор. Вы с какого села? Шалуши, да? Мясо я беру у нас на базаре на Беркуте. Хапtarах килограмм. 1000 рублей килограмм. Więc etan кусок чамялку примерно. Из кило 615. Ну, как яхта, где мои, Ага. примерно по весу. Ну я сегодня все поснимаю, потом приду кусочек возьму. Хорошо. Вот угол, запомните, на перекрестке. Ехал долю. О, мясо даже не пересушенное, а прям вкусное. Тут платьюшки домашние. Раньше маме покупала я несколько штук. Ну, как обычно, она не одела, а где-то кинула. Сколько такое платьюшко? Именно вот это расцветка красивая. Нет, 4500 больше, Угу. Слушайте, девочки, это вам будет интересно. Это тоже перекресток угол, она все время тут стоит. Приходите, покупайте. Сегодня все добрые, лишь бы их не снимали. А то иногда не бывает, что не хотят, чтобы даже продукты снимали. С глаза, что ли, боятся, не знаю. Тут все такое для домашнего хозяйства. Как хорошо прогуливаться, когда никто не торопит. Сегодня я сама приехала. Так. Не знаю, как сейчас объяснить, какая там дорога. Вроде не Жуковского, я что-то сама уже не ориентируюсь. Здесь у нас овощи. Ладно, с пакетом пришла и забыла положить его вниз. Вода, косметичка. Красивые. Здесь по 25 рублей. Ага. Алса, огурцы их нагую. Да. Но я людей не снимаю, не переживайте. Я знаю, что не любят. Так что простите за такую съемку. Люди недовольны. Тыква по сколько? Мы в том году много покупали, но у нас уже закончилось. Идем по этому же ряду графика. Здесь сколько штук? Там 10 штук, 115 рублей. Маленький просто. Такие от соуса молодцы какие. Вот в прошлый раз по 25 покупали. Зелени много. Я бы хотела купить, заморозить кукурузу. Но места уже нет в магазине. Кто-то что-то забыл или потерял.
часто тут такое бывает. В ценах я уже запуталась. Сказать, что помидоры подешевели, я не могу. Ведерко. А смородина в какую цену касается? Смородина. И черная, и красная? Баночка 150. Надеюсь, что все услышали. Здесь изюм, сухофрукты, орешки и подсолнечное. Да. Мехалюлю. Нахан, хайпая, часто приезжие не знают, где что. Реклама будет. Тут адекватные люди. По сравнению с обычным днем, с обычной субботой, вернее, людей относительно мало. А здесь кукуруза более красивая, намного дороже. Здесь по сколько кукуруза? 10 штук. 10 штук. Тут более крупная. Да. Ой, орешки. В общем, есть все. Лишь бы были деньги. Все свежие. А продукты нельзя снимать? Продукты. А вас я не снимаю, я знаю, что не любят. Мне кажется, люди в Ютубе нас смотрят. Это, по-моему, крыжовник. Девочки, это крыжовник? Да. По сколько? Килограмм 350, баночка 100. На вишне пахнет, кто-то снести может. Откуда вишня? А? Вишня? Я думала, уже закончилась. А грибочки по сколько? Ну ладно, запекать. Да, крупные такие. Посмотрите, у этой женщины и вишня, и черешня. Инжир какой вы не слышали? И Не заметила. 250. А черешня желтая сколько? Желтая 350, да, и 400. А ведерко? 1300. Колоритный дедушка. Его, наверное, можно снять. Ехали, ехаю. Ой, какой красненький. Наверное, он явно сладкий. Мне уже и сумка, и пакет надоели. Снимать надо без ничего. Это сливы или... Это сливы. Это черешня или что? Девочки, сюда я тоже вернусь за черешней, наверное, и за сливкой. Сначала просто хочу поснимать. 240, 270. Это откуда яйца? Ольск. А? Ольский, Волгоград. А, Волгоград, да? Угу. Ехал до Улю. Представляете, издалека привезли. И подсолнечное масло. Как положено, со всеми печатями. Приходите, покупайте. Это знаете, что для чтения Корана. У мамы тоже есть такие штучки разные. Удобные. Это масло какое-то. И домашний уксус, по-моему, да? Очень полезно. Угу. Это все тот же широкий ряд, приходите. Ехал долго. А, закручиваем. Мы в этом году ничего закручивать не будем. Сливочное масло.
Это в пачках или целое масло? Целое, по килограмму. А, понятно, на развес. Что в пачках якісь портите, нет, царь белорусский. Образно. Угу. Ехали, здесь много земли. Все свежее, все красивое. А что это красное? Это острый перец. Типа кетчуп, да? Ага. И по сколько? 200 рублей. Круто. Поиски, дюн, Кянгат? поиски. Роисти. И по сколько? 250, нужно 300 рублей. Угу. Короче, я сегодня затарюсь конфеткой. А вот это острую аджику сами вы делаете? Да, сама, да, конечно, перемолю. А потом в холодильнике надо, наверное, да, хранить? Соленая, приготовленная. Вот так она вот на солнце лежит год, 3 года, ничего не будет. Ага. Хорошо. Ехали, А это масло Это привозное? масло башкирское. По сколько? 250. Ваша 250, а Оно вот очень вкусное. Мы раньше брали. Не знаю, у нее или у кого. Даже долго стояла и ничего не было. Да не особо. Человек разговаривать не буду, отвлекать его. И что-то я сегодня Ларису не заметила, у которой я консервы беру. Ну и как всегда мясо. Я так снимаю мясо, как будто я его так много ем. Просто я его очень люблю. А помидорки по сколько? 150-170. Ну, пожалуйста. Это местные, наверное, да? Что, хотим. Посмотрите, и цвет, если тут видно. А вот. Это Ларисина место? Да. А что-то мало у вас тут сейчас? Пока у нас рыбы нет. Понятно. Вот видите, у них мясных? Мясного изделия пока нет. Чахпёйла или Лариса поехала? Ларис, Элион. А, А? у них я всегда консервы покупаю. И колбаску для котика, и для себя тоже бывает. Все. Здесь сделаем перерыв и пойду на другую сторону. Мауса, забери у меня пакет, я с ним поставлю, Ага. Бутылка с водой замороженная. Что? Сейчас вы поняли, куда я пойду? Вот мое направление. Ну, чтобы сразу положить пакет и спокойно ходить снимать. О, Бек, здоров. Ayub, слушай, вахса уже. Ты ж куда-то поехал? Сега, сега, вогон тут халат, движемся. Ayub, я собрал консервами, а Ayub, замок Хотя встретить во Швеция. Встретить его швырц, а вот он на ости, вида, что ты ладно. Не знаю, Ayub. Без Андрея. А за Урц Ахер вас, А меня Шамиль случайно подвез, она летчик. Шамиль военный. И думаю, поснимаю спокойно, потом ты меня заберешь. Не знаю, я ходил его куда. Милю? Ходил, не знаю, Как всегда, встречаю весь РТС. Тут тоже много чая, оказывается. Здесь посылка. По-моему, более современное все. Антиквариата я еще не дошла. Посмотрите, какие штучки, да, прикольные. Для соли и для перца.
Копченая индюшка, да? Какую цену? 350. А это что такое? Узкий. Индюшатина. Бух, да, как бы? Бух и кусочек. Женщина веселая. Здесь доп-индишк. Много. Рядов с сушеным мясом. Посмотрите, какая прелесть. Тут на певца похож. Ляндер, но, наверное, не он. Сколько разного курдюка, и цвета, и перец какой-то разный. А колбаса по сколько? Домашняя колбаса. Говядина или конина? Ехал. Тут немножко сладости. Ой, какая прелесть. Почему у меня нет детского сада? Посмотрите, голубые вообще прикольные. Я раньше вообще не могла спокойно мимо детских вещей пройти. А няня модельцев, удивилась. Всем привет. Ну вот. Это самый вкусный домашний пиздюк в городе Грозном и в Чеченской республике. Делает лично мой брат. Кто пробовал, те знают. Где у тебя тут разнообразие? Да, расширяемся. А, уже гипс сняли? Бека гипсу. Ой, ока, ашвора. Снять помегё? Снять помегё? Серьезно? В YouTube. Это в YouTube никто не хочет. Почему 7? 7 тысяч, это тебе не халам-балам. Узнают тебя твои одноклассники, приветы тебе будут передавать. Секунду. За твою вредность. Зем, меха лёлил, я пока прогуляюсь еще. В общем, все своим трудом. Не знаю, надеюсь, нормальная съемка получится. Тут тоже много курдюка. Смотрите, как красиво все. И соленые, и крашеные разные курочки. Барашек. А сколько барашек? 700. Посмотрите. Красиво, да? На шашлычок. 750. Пока я просто поснимаю, потом покупать буду. 700-750 баранина сказали. Я это прям особо даже не знаю. Сколько подсолнечное масло? А это маленькая? Это не с Ингушетии? Да. А, вот Руниса у вас мне покупала. Мехал долю. Не, я просто пока снимаю, чтобы знали, где что продается. А? Да. Ой, зачем я на них посмотрела? Ну что? На эти. А это что за косточки для собачек, что ли? Суповой набор. Суповой набор. Их не жалко. Тут какие-то мелочи, а тут снова мясо. Так долго, как сегодня, я, наверное, еще не снимала. Не помню даже. Смогу я соединить ролик или нет. Или частями придется выставить. То мясо, которое мне девушка дала попробовать, было просто обалденно вкусно. Я как раз перед этим сладкое что-то поела. Ой, какая мякоть красивая. По сколько? 450. Это полевое какое-то? Да. Чисто экологический продукт. Угу.
Мехалёлин. Вы сами все видите и слышите. И цена недорогая. Просто, наверное, подольше надо варить и все. Так, здесь не надо где-то возвращаться. Тут я уже немножко запуталась. Но это, наверное, конец или там другие ворота. Говорят, несколько входов в рынок. Да, еще что Ладно, тут перейду, посмотрю, что на другой стороне. Мы обычно ходим по первому ряду, покупаем фрукты, овощи, потрошки и уезжаем домой. Вот еще одни ворота. Но они, получается, напротив прям тут. Вон прогресс, видите? Вот этот ряд. Где много снимать неудобно. А тот перпендикулярный, это широкий ряд, который я так называю, для ориентира. О, неужели у нас и книжки в цене? У нас дома целая библиотека. В общем, тут всякая мелочь, только не нужна со вторых ворот. Ну, людей много собралось. Домашние платья и халаты, тоже мясо, колбаса. В общем, голодным тут никто не останется. Если хоть чуть-чуть денег с собой есть, можно сделать покупки. Мясо, картошка, капуста. И вот это уже более такое молодое мясо, свежее. Видите, цвет светло-розовый. Мясо в какую цену? 470. 500 рублей, которые продают, за 470. А почему так дешево? Это домашнее мясо. А, понятно. Ну не полевое, не это, да? Кормочное мясо. Любое, смотрите, любое вот это белое мясо. Не, светлый хасречу ищу. Можно я туда подойду? Снимайте еще мясо. Вот здесь гигаусы. Казан ладно. Снять не чаю хорошо, если останется тут хороший кусок. Это барашек. Вот этот кусочек. Кусок нравится. Нет, это еще просто целый, наверное. Он вещи. Просто мне надо поснимать, я бы вернулась так. Чуть-чуть все стесняются, я в курсе. Была. Пойдем. Да. Хотя у нас мясо полный морозильник, вот этот кусочек мне понравился. Лучше я поснимаю, а потом кусочек возьму. Мясо не нужно, если честно. Нам на Курбан-Байрам много приносили. До этого мы покупали, фарш делали и замораживали. И когда я вижу свежий кусок мяса, мне хочется купить. А сколько вот эти орешки? 750. Тут прям такой запах вкусный. Что писать нужно? 200 рублей. Орешки дороже мяса, но полезные. Эти пеши привозные, поэтому домашние яйца.
Здесь бытовая химия, даже не знала, что здесь бытовая бывает. Как-то не обращала внимания, видимо. Мужские тапочки такие легкие. По сколько тапочки? Все по телефону разговаривают. По 1000 рублей говорят. Легкие, очень, мне кажется, удобные. Прежек много, видите? Так, хорошо, что есть мой ориентир, это Прогресс. Я бы тут запуталась. Мед. Овощи, фрукты, подсолнечное масло. Думаю, может, не стоит сегодня я уже чуть подустала от этой толпы. У меня вообще Прогресс, что я вышла. Türk шагума. Не, а вот эти ведра. Тоже курдюк. Ой, тут что-то разломали или что-то строить будут, не знаю. У нас этот рынок как стихийный, но много-много лет существует. Какие-то моторы, какие-то машинки, для сварки вот эти очки защитные. Единственное, что мне не интересно, это, наверное, вот эти. Какой хвост? По сколько хвост? А вот этот? А по-моему, я потихоньку пришла к антикварным рядам. Главное сориентироваться, когда буду идти обратно. Тут все для шашлыка, кто любит, смотрите. Большие казаны. Так, как я называю.